Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И вначале коротко о главном. Взрыв на Стерлитамакском авангарде. 3 погибли. Пострадавших госпитализировали в уфимские больницы. Четкой угрозы жизни нет. Мы их, как говорится, полечим, поставим на ноги. В результате ЧП разрушен один из цехов предприятия. По факту происшествия на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело. Поезда здоровья курсируют по Башкортостану. Если каждый год будет такой поезд здоровья, мы бы согласны ходить. Жить хочется. Только в этом году благодаря проекту удалось выявить у сельских жителей более 27 тысяч заболеваний на ранней стадии. Пациентка сможет избежать развития повторного инфаркта миокардов и вести длительную полноценную жизнь. Спасал других, не жалея себя. Я даже не понял. И на мою сторону прыгнул. И отвел дрона и принял на себя весь удар. Раненый боец мотострелкового полка Башкортостан после реабилитации встретился с фельдшером, который вынес его с поля боя. Но он действительно настоящий защитник, настоящий мужчина. От первых шагов в спорте до золотых медалей. Здесь уровень развития и самбо, и дзюдо, и спортивной борьбы очень высок. Дворец борьбы приглашает детей в новые секции. Я выбрал этот спорт, потому что он дает силы и потому что он крутой. Глава Башкортостана Ради Хабиров посетил Стерлитамакский авангард, где произошел взрыв в одном из цехов предприятия. Под завалами оказались люди. На место незамедлительно выехали все экстренные службы. Сотрудников, которые были в тот момент на работе, эвакуировали. Пострадавших госпитализировали каретами скорой помощи. Подробности в репортаже нашего корреспондента Азата Садриева. Взрыв на заводе «Авангард» был такой силы, что его услышали за несколько километров от предприятия. По одной из версий, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности работниками цеха. На момент происшествия беспилотники над Стерлитамаком не фиксировались. На место незамедлительно прибыли экстренные службы, правоохранительные органы. Спасатели приступили к разбору завалов. В настоящее время на месте организована работа экстренных и оперативных служб. Всего к ликвидации последствий привлечено более 220 человек и 64 единицы техники. В настоящее время организован разбор завалов. Извлечено уже 2 пострадавших из-под завалов. Работа продолжается. Также на месте проведено заседание оперативного штаба, на котором даны соответствующие поручения всем службам. Всех пострадавших на заводе «Авангард» в срочном порядке госпитализировали в клиническую больницу номер 1 города Стерлитамака. На помощь местным врачам из Уфы выехали специалисты Минздрава республики, в том числе психотерапевты и ожоговые хирурги. По поручению главы Башкортостана, который в тот момент находился в рабочей командировке, в Стерлитамак прибыл премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров провел заседание оперативного штаба и посетил пострадавших в больнице. Всю ночь медучреждение работало в особом режиме. Радио Хабирову оперативно докладывали текущую ситуацию. По словам сотрудников завода, сразу после происшествия первую помощь им оказали в медпункте предприятия. Уже оттуда их госпитализировали каретами скорой. Кто на чем смог? Забирали по одному, ввозили в здравпункт, вот. Кто мог идти, вот. А так скорую дожидались. И все, нас там осмотрели, сюда привезли. Куда всю необходимую помощь оказали? Да, конечно. Сразу, моментально, очень быстро. Все отлично. Поступило 8 пострадавших, из них 4 были госпитализированы, 1 в тяжелом состоянии, 3 в средней тяжести и 4 были отпущены после оказания медицинской помощи домой. Вернувшись с рабочей поездки, Ради Хабиров сразу прибыл на «Авангард». После общения с руководством предприятия и экстренных служб глава Башкортостана озвучил самую актуальную информацию. Жертвами взрыва стали 3 человека. К сожалению, констатируем, что
3 человека погибли, все женщины. Вот, к сожалению, и молодая девушка погибла 2002 года. У 2 женщин остались дети. Значит, предприятие примет все меры по поддержке их и будет выплачена компенсация обязательно. Я выражаю искреннее соболезнование семьям погибших. Конечно, еще раз говорю, все поручения мы дали. И главе города, и руководству предприятия, они будут принимать меры по поддержке. На данный момент 5 человек находятся в больнице. Мы приняли решение всех их перевести в столичную нашу, в Уфу. Все-таки там медицина покрепче. Вот. Угрозы жизни нет. То есть достаточно тяжелое состояние у 2. Вот, средней тяжести, но, подчеркиваю, угрозы жизни нет. И мы их, как говорится, полечим, поставим на ноги. Значит, что касается предприятия, на данный момент идут следственные действия. Точно хочу сказать, что тут разные суждения были, что беспилотных атак нет. Произошел взрыв. Причину его сейчас криминалисты на месте работают до сих пор. Мы готовы предприятию представить все необходимые и подрядные организации, потому что предстоит большой объем и строительных работ. Сразу после ЧП на предприятии социальные сети заполонили фейковые сообщения. Вот одно из них, якобы снятое очевидцем. По словам автора ролика, взорвался нефтяной завод, хотя у «Авангарда» совсем другой профиль работы, и возгорания после происшествия не было. А от имени главы администрации Стерлитамака в мессенджерах распространяли несоответствующую действительности информацию о срочной эвакуации жителей города. После происшествия на ФКП «Авангард» появилась информация фейковая в социальных сетях города о том, что, в том числе от моего имени, о том, что планируется эвакуация города. На сегодняшний день городу ничего не угрожает, жителям города ничего не угрожает. На месте работают все аварийные службы, ситуация находится под контролем. Сообщения о многократном превышении в городе предельно допустимой концентрации вредных веществ также оказались ложью. Этот фейк опровергли специалисты лаборатории экологического контроля. В передвижной лаборатории осуществлялся контроль качества атмосферного воздуха в 4 точках на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на автоматических станциях контроля атмосферного воздуха, расположенных в городе Стерлитамак. По автоматическим станциям превышения не обнаружено, по передвижной станции результаты будут представлены дополнительно. Пока все в порядке. Ради Хабиров также поблагодарил все оперативные службы, которые работали всю ночь, пока не вытащили всех пострадавших из-под завалов. Для оказания высокотехнологичной помощи их санитарной авиацией доставили в медучреждение Уфы. На месте происшествия продолжают работу следователи-криминалисты Следственного комитета России по Башкортостану, сотрудники МВД, МЧС и Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям. По факту происшествия на заводе «Авангард» возбуждено уголовное дело. Азат Садреев, Булат Садриев, Иван Шабрин. Итоги недели. Стерлитамак. В Салавате будут производить критически важную продукцию для устойчивого функционирования промпредприятий страны. Ради Хабиров ознакомился с ходом реализации целого ряда инвестпроектов. Пока одни предприятия готовятся к вводу в эксплуатацию, другие расширяют мощности. Глава региона также пообщался с представителями малого и среднего бизнеса и осмотрел благоустраиваемые городские объекты. Обо всем по порядку. Артур Шамсудинов. В этом минутном ролике уместили целый год кропотливой работы. Так создавался резервуарный парк, где будут хранить битум, основу любой асфальтобетонной смеси, из которой и делают дороги. Символический старт работе нового хранилища дал Ради Хабиров. Насосы запустить! Салаватское предприятие – один из крупнейших поставщиков битума не только на рынке республики, но и соседних регионов и даже стран СНГ. Ради Хабиров поблагодарил работников и вручил госнаграды. В такие, когда непростые времена, мы открываем новые предприятия, когда модернизируем предприятия, новые производственные площади. Конечно, мы искренне и радуемся. Общий объем парка теперь становится где-то около 50% от переработки общегодовой. Увеличили количество хранимого продукта, закуп его в зимний период, когда сырье это не так сильно актуально, то есть его хранят, потом уже идет он на реализацию либо на переработку. Именно по нефтехимическому профилю развиваются многие инвестпроекты Салавата. Один из резидентов зоны Алга строит здесь завод по переработке углеводородных газов. Получаемая на выходе продукция включена в перечень критически важной для устойчивого функционирования промышленных предприятий. Кроме того, будет создано 150 рабочих мест.
Как раз здесь уже появится продукт, который в легкой промышленности, в химической промышленности, практически во всей нашей жизнедеятельности присутствует. И уже здесь будет формироваться такой парк, как в наших планах, где малые и средние предприятия будут брать уже, после передела фракции какие-то и, соответственно, из этого делать уже непосредственно для людей. Основным поставщиком сырья для таких предприятий стал завод «Газпромнефтехим Салават». После нескольких атак беспилотников он по-прежнему работает в штатном режиме и, более того, успешно развивается. Здесь строится новое производство суперабсорбирующих полимеров. Запуск комплекса позволит занять ведущие позиции на рынке и обеспечить выпуск востребованной продукции. Завершается конец года, мы хотим понимать, на какие показатели уходят, потому что здесь достаточно очень востребованная продукция выходит. Предприятие, еще раз говорю, что небольшие повреждения, которые были, они уже ликвидированы. Предприятие штатно работает. Тем не менее, мы как раз с директорами обсудили, что мы значительно усилили, соответственно, каждый раз усиливаем систему антитеррористической защищенности. Эти тоже в вопросе обсудили. Не стоит на месте малый и средний бизнес. О нем глава Башкортостана поговорил в ходе встречи в формате диалога. Я предлагаю такой доверительный разговор сделать и, в принципе, говорить все, что вас волнует. Здесь практически все правительство здесь сидит, здесь и министры профильные, здесь находятся ключевые, которые вам нужны. Поэтому вы задавайте, и мы будем предметно разбирать какие-то конкретные ваши проблемы. Говорили обо всем, от поддержки пищевой промышленности до возможного строительства новой трамвайной ветки в Салавате и расширения границ города. Ради Хабиров вновь напомнил, что государство готово предоставить бизнесу земельные участки без лишней бюрократии. А с новыми финансовыми мерами поддержки власти спешить не будут, учитывая растущий дефицит бюджета. Сегодня встреча была продуктивной, то есть мы, предприниматели, узнали сегодня о новых мерах поддержки, о которых, допустим, слышали, но сегодня мы узнали более подробно. Попросил главу республики, чтобы он помог выделить нам спортсменов, на перевозку спортсменов, наших гостей, автобус. Насчет автобуса сказал, что решаемый вопрос. Встреча с бизнесом прошла на базе обновленного Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, который открыли после реконструкции 1 сентября. Здесь в этом году создали новый учебный кластер по направлению туризм и сфера услуг. По-новому в скором времени заработает и художественная школа, в которой сейчас также вовсю идут ремонтные работы. Художественная школа расположена в действующей левой половине здания, в то время как правая 15 лет стояла в ожидании ремонта, без отопления и каких-либо коммуникаций. Между тем, учреждению остро требовались новые учебные площади. Их и было решено организовать в пустующей половине. Фасад, к слову, тоже должны привести в порядок. Раньше здесь было общежитие, теперь же многие помещения переделали с учетом потребностей учебного заведения. Есть дети, которых мы не имели возможности, так скажем, дополнительно набрать. И теперь после завершения ремонта мы дополнительно планируем набор детей в нашу школу. Это будет дополнительно около 400 детей. Буквально в паре кварталов от колледжа власти благоустраивают центральную площадь имени Ленина и прилегающие к ней улицы. Проект получил название «Салават. 7 сновидений сквозь явь» и стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Нам это все очень нравится, потому что это ностальгия о нашей молодости. Когда мы учились где-то в 8 классе, это был 66-й год. Это была улица, по которой гуляла вся молодежь. И нам сейчас это так приятно, что это все восстанавливается. Будет такая замечательная аллея, по ней можно гулять. Можно здесь посидеть так. Благоустройство идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы уже на финишной прямой и завершатся в ноябре. Ради Хабиров отметил, что, несмотря на текущие трудности, власти продолжат поэтапное обновление инфраструктуры в городах и районах. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Салават. В Уфе простились с певцом и общественным деятелем Ринатом Баимовым. Траурная церемония прошла в Конгресс-холле. Проводить в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги. На прощании был и глава Башкортостана, который выразил слова поддержки родным артиста. Ринату Баимову было 64 года, он родом из Челябинской области. О нем отзываются как о по-настоящему разносторонней личности. Возглавлял киностудию, был солистом филармонии. Последние годы руководил фондом культуры имени Мажита Гафури.
патриот республики, о чем ярко заявил в собственной песне «Башкортостан», которая стала его визитной карточкой. Ее мотивы звучали и на похоронной процессии. Был человек, редкий. Такие, наверное, рождаются раз в 100 лет. И он был прекрасным другом. Солнце зашло. Вот с его уходом пустота. Вот он был еще и директором Фонда культуры имени Мажита Гафури последние 2 года. Мы были очень близки. Очень много было проектов, творческих проектов. Это был самый лучший брат на свете. Что могу сказать? Даже помню, как он меня из садика забирал, как он мне звезды показывал. Он меня в горы водил. Он всегда был такой активный. У нас в детстве всегда жило... животные были всегда. Я не знаю, как это мама выдерживала. Он всех домой тащил. Утки, голуби, ужи, не знаю, свинки, морские. Кого только не было. То есть всех спасал. По жизни он всегда всех спасал. Модель политического управления, созданная в Башкортостане, признана максимально успешной и может быть растиражирована в других регионах страны. Об этом заявили федеральные эксперты по итогам визита в Уфу. В столице Башкортостана состоялась встреча политологов. Участие в ней приняли зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев и президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Московские спикеры отметили, что в нашей республике создана уникальная система управления, которая позволяет сегодня в условиях беспрецедентных вызовов успешно развивать регион. Такого давления извне, которое Россия и ее субъекты испытывают сегодня, не было за всю историю страны. А Башкортостан, как большая и сильная республика, находится под особым прицелом врагов. Башкортостан подвергается активному, массированному воздействию со стороны врагов, которые пытаются раскачать и дестабилизировать здесь ситуацию. Поэтому к тем проблемам, которые объективно существуют, как и в любом регионе, в Башкортостане, мы всегда понимаем, что добавляется составляющая. Идет целенаправленная работа по разжиганию возникающих проблем. Мы это воздействие чувствуем постоянно. И поэтому опыт менеджирования здесь, в условиях, когда надо постоянно помнить о том, что реальные проблемы, реальные внутренние риски и сложности находятся под внешним воздействием, под давлением и имеют своей цели дестабилизацию ситуации. Вот это умение менеджировать, оно, конечно, несомненно является уникальным и замечательным опытом. Московские эксперты назвали наш регион образцовым с точки зрения баланса в решении разных задач и проблем. Внутриполитическая стабильность, социально-экономическое развитие, поддержка СВО, национальные проекты и задачи общефедерального масштаба. На встрече было отмечено, что ключевая роль в создании эффективной системы управления регионом принадлежит в первую очередь его руководителю. Именно он отвечает и за политику, и за экономику. В этой части Константин Костин, бывший коллега Ради Хабирова по работе в управлении внутренней политики администрации президента России, заявил, что у главы Башкортостана в этом есть уникальный опыт, который позволяет решать и внутренние задачи, и успешно реализовывать лоббистский потенциал на федеральном уровне. Система власти, структура власти у нас так устроена, что многие вопросы решаются в федеральном центре. Поэтому губернатор должен эффективно с федеральным центром, с различными органами взаимодействовать в интересах региона и его жителей. На мой взгляд, у Ради Фаритовича это получается, потому что из чего там складывается? Во-первых, это, конечно, доверие. Во-вторых, это положительные результаты работы. То есть то доверие, которое фиксирует выборы и соцопросы, второе – это результаты работы. Конечно, в современных реалиях губернатор должен быть опытным управленцем, именно экономическим управленцем. И здесь крайне важно, что если мы говорим про Ради Фаритовича, что есть опыт и политического администрирования, работы в администрации президента, но есть и опыт работы в регионе, начальника администрации предыдущего руководителя, есть опыт работы в Московской области, это непосредственная хозяйственная деятельность, это крайне важно.
Важной составляющей стабильного развития республики политологи назвали формирование эффективной управленческой системы в Башкортостане. Ни один руководитель без сильной команды весь объем задач решить не в состоянии. В этой части республику и ее руководство также привели в пример. Я еще, кстати, всегда это отмечал, работая вместе, и потом наблюдая за тем, как Раиф Фаритович работает. Да. Еще очень важная вещь – это формирование команды, да, то, что в бизнесе называется тимбилдинг. Да. Вот, и Раиф Фаритович на самом деле очень хороший наставник. Да, то есть, как бы, работа с ним – это еще очень полезный опыт, из которого можно, знаете, так очень много чего почерпнуть для управленцев. Это важное качество, оно не обязательно, что называется, для вот всех вышесказанных компетенций. Но очень хорошо, когда оно есть. Оно действительно позволяет эффективно формировать команду, то есть выращивая собственных управленцев. Главным тезисом, который прозвучал на встрече экспертов в Башкортостане, сегодня сформирована своя уникальная система политического администрирования. В условиях жесткого внешнего давления это основной фактор успешного развития региона, который позволяет сохранять стабильность в обществе и поступательное социально-экономическое развитие. Чрезвычайно важно умение выстроить гармонию между федеральной и региональной повесткой. Мне кажется, что здесь это тоже удалось, потому что национальные проекты, решение задач, связанных со специальной военной операцией, идет, с одной стороны, с учетом региональной, республиканской специфики, но идет, в общем-то, так сказать, темпами, которыми позавидуют многие регионы в нашей стране. На сегодняшний день перед нами, как перед федеральным центром, стоит задача понять, каким образом наработанный опыт Башкортостана суметь транслировать на страну. Показать, каким образом вот ваш опыт научить, может быть, другие регионы, у которых есть проблемы, использовать существующие, сложившиеся у вас технологии для того, чтобы решать возникающие проблемы. Здесь у вас в этом смысле уникальная ситуация. Башкортостан силен и своими кадрами, собственными кадрами. Вот, и вас возглавляет человек, который прошел самые разные школы. Он был главой района, он работал на федеральном уровне, между прочим, в управлении внутренней политики в самые тяжелые 2011-2012 году, когда у нас был определенный кризис, и он там закалился как настоящий кризисный менеджер и человек, который умеет руководить регионом. Он сформировал соответствующую команду, и сейчас, на мой взгляд, наша задача подумать, как правильно транслировать и предложить этот опыт другим регионам. Сотрудники стратегически важной сферы страны и республики. 3 воскресенье октября профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Именно от их труда зависит комфорт и безопасность автомобилистов и пешеходов. За последние 5 лет в Башкортостане отремонтировано и построено более 7 тысяч километров дорог. В регионе возводятся крупные инфраструктурные проекты, в открытии которых участвует президент страны. О людях, которые стоят за всем этим кропотливым трудом, и о внимании, которое власть уделяет отрасли, расскажет Артур Шамсудинов. Спасибо вам большое за ответственное отношение к своему делу, за компетентность и самоотдачу. Особая признательность в таких случаях, мы всегда это подчеркиваем, ветеранам дорожного хозяйства и автотранспортного комплекса страны. Президент поздравил всех, кто трудится в дорожной отрасли. От них ни много ни мало зависит качество жизни миллионов россиян, развитие торговых связей, логистики и туризма. Наглядный пример, который упомянули на совещании правительства страны, недавно открытый при участии Владимира Путина отрезок скоростной магистрали М12 Дюртюли-Ачит. 3 месяца назад, Владимир Владимирович, вы дали старт движению на участке трассы М12 Восток Дюртюли-Ачит. С этого момента по новой дороге совершено уже 1 миллион 800 поездок. Протяженность маршрута между Москвой и Екатеринбургом сократилась на 200 километров. И от Урала до Москвы теперь на автомобиле можно доехать за 16 часов. Это лишь один из масштабных проектов, реализованных в Башкортостане. Восточный выезд, Южные ворота, Арочный мост, а также переправа через реку Ик на границе с Татарстаном. В регионе строится и ремонтируется беспрецедентное количество объектов. У нас с вами задача
до трассы М12 дорогу первой категории сделать, так? Абсолютно верно. До 30-го года. Абсолютно верно. Это поручение Хуснуллина Марата Каджановича. Ну и вот эту вот историю, все-таки нашу мечту, я ее называю. Мы с вами, если М5 от Уфы в сторону Октябрьской, там тоже у нас есть еще узкие горлышки. Значит, от Уфы в сторону Аши узкие горлышки. А это Уфы в сторону Татарстана М7. Вот и все. Вот наша с вами задача. За каждым из таких проектов стоят обычные люди, сотрудники дорожной отрасли, скромные и не привыкшие к излишнему вниманию. Затонский мост, вот здесь вот пристрой сделали на Бельский мост. Сразу два моста получается. Нагаева участвовал, Пугачева маленько был. Ну, на всех мостах почти был. Другой герой праздника, Зариф Атхуддинов, рассказывает, что не спал всю ночь перед награждением. В следующем году будет 45 лет, как он трудится водителем. Объездил почти всю страну, а последние годы работает в Башкир-Автодоре, наводя порядок на дорогах республики. Впечатления очень сильные, мне все еще трясет. Мне даже не верится, что я получил такую награду. Но я очень рада моя семья, мои дети, внук радуется. Коллеги радоваться будут. Несмотря на то, что работа в дорожной отрасли тяжелая, есть место здесь и женскому труду. Я контролирую качественный выпуск, чтобы был асфальтобетонной смеси, саму работу асфальтобетонного завода. Мужским коллективом очень легко командовать. Они все слушаются меня, я у них Ольга Владимировна. Проявляете жесткость, получается, да? Да, и в принципе проявляю жесткость. Есть немножко. А мягкость? Стараюсь не проявлять, потому что слабинку нельзя давать. Каждый второй награжденный сотрудник Башкир-Автодора. Это флагман дорожной отрасли республики. Минувшим летом компания подверглась попытке рейдерского захвата. Но властям Башкортостана совместно с правоохранителями и при личном вмешательстве Радия Хабирова удалось ее отстоять. Предприятие работает, а ввели неожиданно по требованию одного из кредиторов, небольших, ввели конкурсное производство. Понимаете, что такое конкурсное производство? Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов, и увольнение людей. В подвешенном состоянии была судьба почти 5000 сотрудников. Встала работа на большинстве объектов. Но теперь коллектив возвращается на свою колею. Благодаря позиции руководства республики, главы региона и силовых структур в сентябре текущего года решение было отменено конкурсного производства. На данный момент работы возобновлены, работаем на объекте. Объект у нас ремонтный участок автомобильной дороги Улукулев-Кабаков-Сокчешма протяженностью 6,7 километров. Дорожная сеть республики обновляется и растет. Общая протяженность уже превысила 50 тысяч километров. По этому показателю Башкортостан занимает второе место в стране после Алтайского края. Целая армия людей, которые занимаются тем, чтобы обеспечить комфортную жизнь наших граждан. И, конечно, безопасный доезд до дома. Перед нами стоят большие задачи обеспечить содержание автомобильных дорог в полном размере. Сейчас зима впереди, поэтому все очень серьезно. Мы работаем, и очень радостно, что у нас есть такие отраслевые праздники, в которых мы можем поздравить и отметить заслуженных людей, которые практически всю жизнь проработали в отрасли. С начала года в республике отремонтировали 150 километров дорог. До конца года приведут в порядок еще 350 километров, а также 12 мостов. Задачи большие, а значит, сотрудники дорожной сферы без работы точно не останутся. Артур Шамсудинов, Артур Хуснуддинов и Родион Матвеев. Итоги недели. Поезда, спасающие жизни, и его пассажиры – это медики. В этом году, благодаря проекту «Поезд здоровья», удалось выявить у сельских жителей более 27 тысяч заболеваний и многим спасти тем самым жизни. Глава Башкортостана на неделе встретился с медиками, которые уже не первый год выезжают в составе бригад. Акция охватывает самые отдаленные населенные пункты. Тему продолжит моя коллега Анастасия Чебаева. Она молодец, она приехала настроенная, готовая, да? Губы накрасила. В кардиоцентре Рамила Габдуловна оказалась потому, что в свою очередь врачи тоже вовремя доехали до нее. В родной Учринский район прибыл поезд здоровья. В его составе была опытный кардиолог Роза Садыкова, которая, осмотрев пациентку, заподозрила неладное. Назначения всякие разные, все узнала про меня, так хорошо мы с ней поговорили, и сюда направление дала сразу. В кардиоцентре пациентки провели дополнительное обследование. 12 лет назад Рамила Габдуловна уже перенесла инфаркт миокарда. По данным коронарографии было выявлено многососудистое продление
И в таких случаях пациентам показано коронарное шунтирование. Пациентка сможет избежать развития повторного инфаркта миокарда, в результате которого у нее бы развивалась сердечная недостаточность, и вести длительную полноценную жизнь. Ради этого врачи вот уже 7-й год медицинским десантом и выезжают в села. В бригадах поездов здоровья работают как специалисты центральных районных больниц, так и столичных клиник. История Рамилы Габдуловны – одна из 27 тысяч. Именно столько заболеваний в этом году в рамках акции выявили медики. Первичной медицины в такой большой республике, в одаренных, особенно в сельских районах, не хватает такого высокопрофессионального медицинского взгляда. Мне такие отзывы идут, и люди очень благодарят вас. Вот вы должны это знать. Где-то вы неотложные случаи решаете. Мне даже вот доложили, что практически инфаркт миокарда был у человека. Да? Да, вот и сразу делали в кардиоцентре операцию и спасли жизнь. Ну вот видите, а для нас вот каждая, даже одна спасенная жизнь, это самое главное на самом деле. Сельчане могут в одном месте пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию, сдать кровь, измерить давление, уровень глюкозы и холестерина. В составе медицинского десанта терапевт, невролог, кардиолог, хирург, маммолог, гинеколог и другие специалисты. Об отношении людей к акции можно судить хотя бы потому, как встречают врачей. В каждом населенном пункте поезда здоровья ждут фактически как праздника, действительно. Нас встречают местные ансамбли, всегда хлебом, солью, караваем и блинами. Первое время, когда только акция существовала, проводилась она в фельдшерско-акушерских пунктах, устройство которых оставляло желать лучшего. То есть это довольно старые помещения были, иногда не было отопления, то есть бывало достаточно холодно на этих осмотрах. Сейчас же это большие светлые здания, в которых есть отдельные кабинеты и есть определенная зона ожидания. Поезда здоровья курсируют по деревням и селам уже 7 лет. И благодаря проекту удалось обследовать пласт людей, которые многие годы и вовсе не посещали врачей. Те люди, которые живут на селе, у них очень много дел, которые не позволяют им выехать, например, в районный центр, где есть больница, и попасть к врачам. То есть это и записаться надо, и по времени какому-то, к которому он смог записаться, попасть. А здесь поезд стоит с утра до вечера, то есть они всегда могут найти время, подойти, показаться всем специалистам. Глава республики поблагодарил медперсонал поездов здоровья за отличную работу и спасенные жизни, вручив врачам государственные награды. Среди них Альфия Сайфулина, врач-гериатр, специалист, который занимается пациентами 60+. И о профессионализме врача уже можно судить хотя бы по ее внешнему виду и энергии, которые совершенно не вяжутся с ее возрастом. 1 августа мне исполнилось 75 лет. Слушайте, у вас у самой такой очень почтенный достаточно возраст, а вы до сих пор работаете? Работаю. Очень интересно работать, общаться с больными, вникать в их болезни и стараться им найти какой-нибудь нормальный подход и лечение. Поезда здоровья продолжат курсировать по районам республики в следующем году. На встрече с медиками глава региона попросил врачей поделиться идеями, как улучшить работу проекта. А сельчане, посетив поезд, уже планируют следующий визит. Если каждый год будет такой поезд, мы бы согласны ходить. Жить хочется. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов. Итоги недели. В Башкортостане до конца 2026 года из аварийного жилья в новостройки переедут почти 400 человек. Расселение ветхих домов будет проходить в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для этой цели из федерального бюджета в казну республики выделят более $500 миллиарда рублей. Как сегодня реализуется программа и кто уже получил ключи от новых квартир, в репортаже Анны Морозовой. Вот в этом доме я проживала на 2-м этаже. Вот это сейчас так выглядят мои окна. В этот дом Татьяна Антипина заселилась еще в 2013-м. И проведенные здесь годы она вспоминает с улыбкой. Все потому, что соседи были хорошие, говорит женщина. С ними цветы под окнами сажали и беседовали вечерами, сидя на скамейке. Такая теплая дружеская атмосфера, рассказывает Татьяна, и придавала позитива. Ведь само место проживания оставляло желать лучшего. Здесь и грязно было во дворе, надо было убираться, сарайки старые, мыши, крысы бегали, постоянно то санэпидстанцию, то самим надо было тратить. Крыши не было, крышу вот только покрыли 3 года назад, наверное, да и то по программе жалобы писали. Всего в доме располагалось 12 квартир, 6 из которых коммуналки. Татьяна Антипина рассказывает, жить в бараке она привыкла, но надежду переехать в новостройку не теряла. И когда постройка попала в программу расселения аварийного жилья, эта надежда только окрепла.
Дом на улице Ахметова признали аварийным в 2018 году и в течение 7 лет должны были расселить. Собственно, так и произошло. Уже в конце 2024-го жильцы получили ключи от новых квартир. Теперь здесь можно наблюдать только мусор и старую мебель. Скоро дом снесут. Многие из тех, кто проживал в бараке, настоящие старожилы Затона. А потому мысль о переезде в новостройку в другой части города уфимцев радовала и расстраивала одновременно. Но и здесь, говорит Татьяна Антипина, все сложилось идеально. Квартиры они получили в родном районе. Очень нам понравилось. На высоком этаже. Ремонт отличный. Чистовая отделка. Все есть по сравнению с бараком. Это вообще мечта, а не жилье. Новая двухкомнатная квартира полностью соответствует метражу старой. А больше и сравнивать не с чем, говорит Татьяна. Здесь даже дышится по-другому. Такое поле. Летом тут вообще зелень, воздух свежий, чистый. Всего с 2019 года из аварийного жилья переехали более 10 тысяч человек. 800 из них долгожданные новые квадраты получили в этом году. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров. По данному направлению в Приволжском федеральном округе Башкортостан входит в 5 лидеров. Новая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья была утверждена главой Республики Башкортостан в 2024 году. Программа предполагает 6 этапов. В рамках первого этапа в прошлом году мы расселили 7 домов в Уфе и в Бирске. И благодаря личному участию главы Республики Башкортостан Ради Фаридовичу Хабирову, Башкортостан из федерального бюджета получил более 510 миллионов рублей на расселение жилых домов во втором этапе. Такая финансовая поддержка позволит в ближайший год переселить почти 400 человек в 10 муниципалитетах республики. Всего запланировано расселение 8 тысяч квадратных метров. Федеральное финансирование составит 510 миллионов рублей. Это позволит решить проблему аварийного жилья 400 семей. В этом году с применением иных региональных и муниципальных программ уже расселено 13 тысяч квадратных метров ветхого аварийного жилья. Работу будем продолжать. Так, до 2030 года в Башкортостане планируется расселить более 550 многоквартирных аварийных домов общей площадью 217 тысяч квадратных метров. Решать этот вопрос помогает в том числе и федеральная программа комплексного развития территорий, в рамках которой развиваются перспективные площадки Забелья и Зауфимья. Такие меры должны избавить республику от непригодного для дальнейшей эксплуатации жилого фонда, а также ускорить развитие застроенных территорий. Анна Морозова, Виктор Миренков и Артур Хуснудинов. Итоги недели. Подвиг ради жизни. В Салавате встретились фельдшер с позывным «Вирус» и спасенный им боец с позывным «Мусульманин». Год назад военнослужащие полка Башкортостан показали, что такое узы боевого братства. При эвакуации раненого добровольца позиция была атакована дронами. Фельдшер «Вирус» накрыл боевого товарища своим телом и получил тяжелое ранение. Спасенный солдат решил приехать и поблагодарить того, кто спас ему жизнь. Эту встречу зафиксировала съемочная группа нашего телеканала. Искренняя радость встречи. Бойцы с позывными «Вирус» и «Мусульманин» не виделись год. Служат в полку Башкортостан, в одном батальоне, знакомы с момента формирования подразделения. Каждый пришел по зову сердца. «Мусульманин» приехал из Аскина в гости в город Салават специально, чтобы поблагодарить «Вируса» за спасение. Тот бой произошел ровно год назад. Уже почти дошли на боевую задачу. Уже осталось метров 100, наверное. И нас накрывать начало уже дроны, миномет. Очень сильно накрыло. И меня ранило много, очень тяжело. Брат со своей группой пришел, дрон начал летать. И на мою сторону же. Я-то вижу в этом. Как он, я даже не понял. И на мою сторону прыгнул. И отвел дрона и принял на себя весь удар. «Вирус» был фельдшером и вспоминает, к своим пробираться пришлось осторожно. В небе дежурили дроны противника. Добежать удалось без проблем, а вот обратно, когда до леса оставалось немного, разом начали бить артиллерия и танк. Операторы вражеских БПЛА намеренно метились в раненых. Я услышал от одного из пацанов, «Вирус, птичка». Времени что-то обмозговать, все это обдумать, как это правильно сделать, что делать вообще не было. То есть буквально 1 секунду, все, и я понимаю, что я уже прыгаю на него так сверху, все. Это не было там какое-то обдуманное, прям я там что-то очень долго размышлял, что и как. Все, рефлекс, все, я бросился.
Удар дрона лишил вируса ноги. В госпитале они поначалу лежали вместе с мусульманином, а потом восстановление бойцы проходили в разных местах. Все это время вспоминали друг друга. Один хотел поблагодарить товарища лично, а второй, как настоящий медик, переживал за состояние спасенного. Если бы не вирус, семья мусульманина осталась бы без кормильца. Телефон номер взял, один раз позвонил, потом у меня опять телефон сломался там, в больнице. Ладно, ребята мне купили, принесли телефон, уже номеров нет у меня. Мать вируса рассказала, что сын часто вспоминал сослуживца и обрадовался, когда тот вновь вышел на связь. Но он действительно настоящий защитник, настоящий мужчина. Его дух, его сила, воля, что он в такой тяжелый момент пошел на такой шаг. Гордитесь? Очень горжусь. Сослуживцы вируса отмечают, что с самого начала службы он отличался большой ответственностью к своим обязанностям, а еще храбростью, не боялся идти в самые горячие точки боя, прекрасно зная, что для противника наши медики зачастую цель номер один. Спешил скорее помочь боевым братьям и всегда прикрывал их собой от осколков снарядов. Я тому свидетельством. При одном моменте, что было прилет, когда он оказывал медицинскую помощь, он автоматически накрыл с собой этого раненого. Этого человека в крови, наверное, значит. Ничего, не раздумываясь, не спрятался, все попрятались от свиста, а он, наоборот, накрыл. Осколки ничего не попали. Мы с вирусом оба закончили Салаватский медицинский колледж. У нас много общего. Самоотверженный, проявил храбрость. Вирус не раз был ранен и всегда старался как можно скорее покинуть палату госпиталя, чувствуя, что нужен своим. У него до этого 2 ранения еще было. После ранения он у нас в медроте имени Ахмеда Давлетова получал лечение, реабилитацию, мы там встречались. Настоящий мужчина, сила воли, преодоление. Сколько он прошел, это, я думаю, и книгу еще напишут. Это наш герой, закрывший своей грудью своего товарища, причем сам лишился при этом ноги, не потерял дух, постоянно такой на позитиве. Мы с ним разговаривали, списывались, постоянно проходя все эти госпиталя на протяжении года. И у меня родилась такая мысль, повторяюсь, о том, что об этом подвиге должны узнать и жители республики, и за ее пределами. В сквере, где расположен мемориальный комплекс, вирус вместе со служивцами почтил память всех воинов, сложивших головы при защите Отечества. На его груди множество медалей. Сейчас на рассмотрении находятся документы о присвоении ему высшей награды страны – Золотой звезды Героя России. Боец намерен посвятить себя помощи другим участникам СВО и трудиться в реабилитационном центре, продолжая тем самым исполнять свой долг уже в мирной жизни. Эмиль Басареев, Роберт Давлетбердин, Рафик Ахмедшин и Адхат Анваров. Итоги недели. Креативная индустрия идет в народ. В Миякинском районе прошла экспедиция «Первые маяки». Ее организаторы – представители творческого бизнеса, выходцы села. Эксперты из разных сфер приехали в Киргиз-Маяки, чтобы исследовать сферу креативной экономики и туристического потенциала района и разработать концепцию развития территории. Впервые подобный форум креативных индустрий прошел в сельской местности. Тему продолжит моя коллега Анастасия Ильчебаева. Модный показ проходит не на столичном подиуме, а в районном дворце культуры. И главное, автор этих работ – местная, дизайнер Чулпан Акзамова. Хобби благодаря господдержке она превратила в дело, которое приносит не только удовольствие, но и прибыль. Начинала со свадебных платьев. А на креативной экспедиции презентовала первую линейку повседневной одежды, которую можно стилизовать под любую народность. Я хотела создать коллекцию для простых, обычных людей, которые мы можем носить на работу, на какие-то мероприятия. Креативность началась, наверное, после поддержки государства, потому что больше возможностей появилось. В нашем селе проживают очень талантливые люди.
Но во времена высокой конкуренции важно не только быть талантливым, но и правильно себя презентовать. Миякинский район стали одними из первых, кто предложил вот такой формат работы. И мы выехали сюда креативной экспедиции. Мы, конечно, очень удивлены подготовкой и насколько здесь много, оказывается, творческих, креативных людей, которые уже перешли в стадию предпринимателей. Наша задача за эти несколько дней помочь им улучшить свой креативный продукт, помочь им расширить рынки сбыта этого продукта. Инициаторами первой в республике креативной экспедиции в район стали сами миякинцы, точнее, выходцы села. Но бывших миякинцев, как они шутят сами, не бывает. У нас нет возможности показать большие горы, у нас нет больших озер, больших рек, у нас нет больших исторических объектов. Возле нас не проходят огромные трассы. Но люди – это самый главный актив, который у нас есть. Появилась идея срастить землю, сельский уклад, самыми передовыми идеями, проектами развития территорий, развития предпринимательства. Миякинцы, они как бы везде, они разные, но что-то их всегда объединяет. Любовь к родине, наверное. Каждому человеку свой район ближе, каждому человеку свой район самый хороший. Для меня вот Миякинский, потому что я очень... мои корни, мое воспитание, мое детство. Креативная экспедиция – это площадка, где встречаются предприниматели, талантливая молодежь и эксперты. На протяжении 3 дней приглашенные спикеры делятся опытом, а участники находят новые идеи и вдохновение. Эксперты также осмотрели уже действующие объекты бизнеса, чтобы дать предпринимателям подсказки, где они могут улучшить свое дело. Рафаэль Юсупов – энтузиаст. В непростой пандемийный 2020 год стал заниматься пекарнями, а сейчас реализует необычный для сельской местности формат заведения. В один момент я понял, что нам надо шире что-то делать. Точка притяжения, где каждый человек реализует какое-то свое желание. Пусть это будет прочтение в тишине какой-то книгу, пусть это будет какой-то просмотр какого-то фильма в компьютере, или это на проекторе, или это встреча с друзьями. Но и уже бывалым предпринимателям иногда тоже нужны советы. Миякинская рыбная компания известна во всей республике. От экспертов хотели услышать советы по оформлению и продвижению. Кто к нам в Мияки приезжает, обязательно к нам заезжает за рыбой. И когда вот к работе относятся душой, тогда все получается. Следуя этому правилу и проходит первая креативная экспедиция. Мы пригласили большую группу экспертов, показали район, и мы хотим получить обратную связь, думаю, что получим, о том, как нам развиваться именно в сфере туризма, в сфере предоставления услуг, потому что сейчас это становится очень актуальным. Это наш потенциал, наш огромный резерв. Чтобы мы были известны не только как Мияки, где продают Миякинская рыбная компания, а сказали: вау, в Мияках же столько всего, вся творческая индустрия, наши ремесленники. Мы хотим, чтобы наши предприниматели были известны везде. Мы хотим, чтобы к нам приезжали люди, смотрели наши красоты. И многое, конечно, за молодежью. На неделе Ради Хабиров встретился со студентами колледжей на территории парка «Патриот». 250 будущих специалистов сферы креативной индустрии. Разброс направлений огромен. Дизайн, гастрономия, программное обеспечение, мода, ювелирное искусство, арт-индустрия, отдых и развлечения. Вы в правильное время пошли учиться в ваши колледжи на эти специальности. Потому что именно сейчас все, что связано с креативной индустрией, становится очень актуальным и очень важным. И я хочу сказать, что мы в республике за последнее время тоже выстраиваем очень серьезную систему и управленческую, и мер поддержки креативной индустрии, чтобы ваши мысли, которые только вы еще молодые начинаете, стартапы, чтобы вы получили от нас какую-то поддержку. Об интересе к креативной индустрии говорит даже то, что, узнав о форуме, в Киргиз-Маяки приехали предприниматели и творческая молодежь из соседних Стерлибашевского и Бишбулякского районов, тем самым словно подтвердив название креативной экспедиции. Первые маяки – ориентиры, что всегда притягивали и направляли ищущих. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Уфимский дворец борьбы, который построили год назад, уже посещает свыше 2000 человек. С самого открытия он стал главной площадкой для форумов международного и всероссийского уровней. А с официального запуска тренировочных залов комплекс постепенно расширял список спортивных секций. Сейчас их 22. Многофункциональное сооружение уже вошло в привычный рабочий график, за счет чего удается проводить мероприятия мирового масштаба без ущерба тренирующимся спортсменам.
Чем еще примечателен дворец борьбы, знает Алия Альтубаева. Косые перекаты, Артем. Начали. Хлопки не забываем. Многие из этих ребят делают свои первые несмелые шаги в спорте. Пока построение, кувырки и базовые приемы. Арсен Шумаков переступил зал с борцовскими коврами тогда же, когда сел за школьную парту, чуть больше месяца назад. Ему всего 7, но заряжен мальчик весьма серьезно. Я выбрал этот спорт, потому что он дает силы и потому что он крутой. Как ты думаешь, каждый мальчик должен заниматься спортом? Да. Почему? Потому что он будет защищать девочек. И среди детей уже выявляются наиболее популярные направления. Я раньше занимался карате, но потом по причине переезда я переехал в Уфу, и мне понравился вид самбо. Больше всего нравится, когда идут отработки. Я больше учусь, и у меня легче получаются другие броски уже. Чтобы уметь делать самооборону, чтобы никто не обижал. Легко дается делать броски и бороться. Немножко сложновато это выполнять болевые, потому что иногда может быть стать руку больно. Но и это не страшно, ведь всегда рядом тренеры, главная задача которых – заинтересовать и заложить крепкую базу физподготовки. Например, своим опытом делится и Александр Григорьев, первый наставник Радия Хабирова еще в школьные годы в Ишимбае. Будущий руководитель республики тогда занимался греко-римской борьбой в местном дворце спорта. В 70-е, 80-е годы мы когда ездили, я когда сам еще участвовал тоже в соревнованиях, в основном все мероприятия спортивные проводились в ледовых дворцах. Поэтому своих дворцов, да, таких не было. А здесь, это, не знаю, очень грандиозное. Такого, я не знаю, даже в мире, может быть, нету такого зала для борцов. Конечно, мы его долго ждали. Ради Фаридович лет 20, наверное, мечтал до этого. Поэтому, мечта удалась. И у меня, если можно так сказать, на душе птички, когда я вижу мальчишек здесь, совсем маленьких, и которые, я знаю, придут в этот дворец борьбы и выйдут отсюда настоящими мужчинами. Не только физически крепкими, а самое главное, с правильными представлениями о том, что такое мужчина, как должен себя вести мужчина и как мужчина прожить должен свою жизнь. Дворец получился действительно особенным и внешне, и по своему наполнению. Почти год назад набрали группы и запустили тренировки по 22 видам спорта. В их числе классическая и вольная борьба, дзюдо, грэпплинг, джиу-джитсу, восточные единоборства. В каждой группе занимаются под 300 человек. Большинство из них – дети. Мы шли сюда прям к тренеру, потому что сами мы из Черниковки, у нас множество всяких разных залов в доступности. А здесь и детей много, и я так понимаю, что и поддержка здесь есть государственная. Самое главное, что здесь обалденные тренера. Доступно это 100%, мы записались, потому что без проблем. То есть открыли сайт, на сайте тут же связались с администратором, администратор дал все контакты тренеров, мы пришли на пробную тренировку, и все, и влюбились. Только борьбой здесь не ограничиваются. Тренировки в спорткомплексе посещают более 2000 человек. На сегодняшний день мы можем сказать, что он практически на 100% уже выполняет свои функции, ради которых, собственно, он и строился. У нас на объекте находится спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной борьбе. У нас полностью функционирует 2 бассейна. Также у нас занимаются дети в секциях танцевальных, гимнастики. И сейчас дворец борьбы стал у нас домом для волейбольной команды «Динамо Урал». Для сопровождения и реабилитации спортсменов действует медцентр, который также выполняет допинг-контроль. Предусмотрели и штатного спортивного психолога. Есть гостиница, тренажерный зал и фитнес-центр. Развиваются и другие нестандартные направления – школа управления дронами. Ребят обучают мастерству управления и обслуживания БПЛА. Но и это не все. Уникальный многофункциональный спортивный комплекс привлекает внимание своей архитектурой. Уфимцев, гостей республики, молодоженов, чьи свадьбы теперь редко обходятся без фотосессий на фоне величественных колонн и статуй. Что примечательно, только за минувшее лето во Дворце борьбы провели свыше 1500 свадебных церемоний. Первым дворец борьбы принял Международный форум «Россия. Спортивная держава» и получил высокую оценку от президента страны Владимира Путина. За ним шли и другие масштабные международные и всероссийские мероприятия. Здесь уровень развития и самбо, и дзюдо, и спортивной борьбы очень высок. Об этом говорят и такие труднодостижимые показатели, как, например, виды нашей жизни в школах.
Это количество залов борьбы, количество залов самбо, соответственно, в школах. Поэтому традиции здесь замечательные. Наличие дворца борьбы. Я думаю, что лучшего, как специализированного дворца в стране, говорит о претензиях, которые связаны с развитием наших видов борьбы здесь, в Башкортостане, и с возможностью поставлять отсюда готовых атлетов в состав сборных команд Российской Федерации. Наша республика входит в тройку лидеров по численности спортобъектов. За 5 лет построено свыше 1400 сооружений. И имеющиеся достижения, системная работа, налаженный тренировочный процесс позволяют считать Башкортостан ключевой точкой на карте отечественного спорта. Алия Альтубаева, Виктор Миренков, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Уфа. Далее рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги-журналиста Руслана Шарафуддинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте! В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». В студии Руслан Шарафуддинов. Минувшая неделя была богата на события. Выделю одно из них. Громкую аварию устроил потерявший управление многотонный китаец. Самосвал, у которого отказали тормоза, в Уфе на скорости смял, как фольгу, десяток легковушек. 3 человека погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести. За рулем китайского самосвала «Шахмана» без страховки, тормоза и техническое состояние которого неизвестно кто и когда проверял, находился гражданин из ближнего зарубежья и без российского водительского удостоверения. Во всей этой китайской грамоте с узбекским акцентом теперь разбираются правоохранительные органы. Железо можно починить, а вот человеческие жизни уже не вернешь. А это самое дорогое. Между нами эта резонансная трагедия с жирным восклицательным знаком подтвердила правоту республиканской власти, которая буквально накануне устами Радия Хабирова на оперативке правительства публично анонсировала 10-летнюю программу отказа от большегрузных машин. Будем надеяться, это знаменует собой долгожданный конец многолетней многотонной анархии, которая угробила много людей и сотни, тысячи километров местных и республиканских дорог. Пока строится какой-то важный объект, большегрузы убивают межмуниципальный асфальт. Да, этот объект важный и нужный, но дороги для местных не менее, а может даже и более важны. Слишком дорогой ценой они достаются. Большегрузы давно пора взять на контроль, и не только весовой, но и правовой. Ни одно местное асфальтовое покрытие не может выдержать нашествие груженных самосвалов весом по 60 тонн. Такая нагрузка не предусмотрена никакими нормативами и регулируется пока только размерами сознательности, чуть не сказал жадности, застройщиков и дорожников. После нас хоть потоп, и трава не расти, и ямы одна на другой, и дорога как после бомбежки. А районные власти потом вместе с республикой ломают голову, где же взять ресурсы на ремонт искуроченного дорожного покрытия и мостов. Так и появляются фонящие дороги, которые бьют как по ходовой части простых автомобилистов, так и по авторитету власти. Мы начнем большую стратегию защиты наших дорог от тяжелого, ненормативного транспорта, чтобы каждый понимал, что ездить на большегрузах становится невыгодно. Я в открытую, в прямом эфире говорю, обставлю всю республику пунктами весового контроля так, что ни одна собака там не проползет. Сказал Радий Хабиров, как отчеканил после очередной поездки за рулем, между прочим, в родной Ишимбайский район. Подписываюсь под каждым этим словом, как и жители многих городов и районов Башкирии, где после верениц китайских шахманов остались фронтовые колдобины. Честно говоря, ничто так не действует на гражданскую сознательность перевозчиков, как штрафные санкции и контроль. Перегруз – это перебор с тяжкими последствиями, за которые пора и отвечать. До свидания. С вами был Руслан Шарафуддинов. С Днем работника дорожной отрасли нас всех. Это очень важный и очень тяжкий труд. Пусть на одну беду в России будет меньше. С дураками уж ничего не сделаешь. Да и не беда это вовсе, а нематериальное национальное наследие. Берегите себя и своих близких, все будет хорошо.